Вырваться из наркотического плена, избавиться от ложного счастья и выбрать жизнь вместо смерти. Руслан Рамонов – один из тех, кого наркотики увлекли еще в подростковом возрасте. Никто не знает, чем бы это все закончилось, но рядом оказался тот, чье имя теперь знакомо каждому попавшему в зависимость. Геннадий Дзгоев сам когда-то прошел все муки наркотического ада и знает, как непросто из него выбираться. Он создал в республике фонд «Спасательный круг», бросив его не только тонущему в наркоплену Руслану, но и десяткам других молодых людей. Для меня старшие ребята были авторитетами, и я смотрел на них и видел, что у них какие-то интересы. Там, сначала анаша смотрел, наркотики, вот это вот все я видел. Выпивали ребята старшие. И тоже как-то к ним тянулся, мне было с ними интересней. И, знаете, постепенно сам втянулся во все это. Тоже сигареты, алкоголь, наркотики. И знаете, несмотря на то, что я видел, что они постепенно уходят, умирают, да, мне все время казалось, что со мной этого не случится. Я смогу из этого выйти, да, я буду сильнее, да, я смогу. И вот мое «я» меня и погубило, знаете. 14 лет Руслан был во власти наркотиков. Сегодня он счастливый многодетный отец. После работы спешит в детский сад забрать младшего сынишку. Дома их уже ждет любимая супруга, дочь и еще 2 сорванца. Помогает воспитывать деток мама Руслана. О том, что пришлось пережить, она вспоминает, как о страшном сне. Он валялся, как никакой валялся на снегу в декабре. Там лед. Его раздели, хорошие дорогие вещи сняли с него. И он остался, в чем вот... Ну, в других вещах вот этих остался. И вот в таком виде мы появились. Вызвали скорую помощь. Скорая, конечно, стала оказывать, а он сопротивлялся, еще обзывал их. Он же не понимал ничего. Это один случай я узнала. А сколько раз было таких случаев, что он умирал от передозировки. Руслан ни за что не променял бы теперь счастье семейной жизни на наркотический ад. Он мечтает, чтобы сыновья не повторили его ошибок и достигли больших высот в спорте. Сам Руслан недавно начал учиться играть на гитаре. Будет петь колыбельные 4-му сынишке, который скоро появится на свет. Дети предложили назвать его Геной, именем спасшего папу человека. А недавно Рамоновы всей семьей побывали на акции, посвященной здоровому образу жизни. В концертном зале собрались первые лица республики, школьники и студенты, артисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, наркотики занимают 1-е место в мире среди виновников преждевременной смерти людей и уже опередили сердечно-сосудистые заболевания и раковые опухоли. Сегодня тысячи молодых людей Северной Осетии говорят «нет» наркотикам. На экране кадры документального фильма, в которых запечатлен весь ужас употребления наркотиков. Некоторые отворачиваются, тяжело смотреть. Эмоционально к собравшимся обратился и сам председатель общественного благотворительного фонда Геннадий Дзгоев. Я бы не хотел, чтобы кто остался сейчас, ветераны наши, которые отдавали свои жизни не для того, чтобы сегодня в нашей Осетии процветал наркотик, пьянство, еще всякие нехорошие дела. Я бы хотел, чтобы наша многонациональная Осетия процветала в спорте, в искусстве, во всех сферах. Прислушаться к своей мечте и получать удовольствие от жизни без наркотиков, беречь свое здоровье. Именно эту мысль хотели донести до подрастающего поколения организаторы акции. Миф о том, что, употребляя наркотики, можно жить долго и полноценно, всего лишь очередная выдумка наркодилеров. Победить или сломаться – выбор есть всегда. Руслан Рамонов его сделал и счастлив от этого. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.